Доброго времени суток, дорогие телезрители, любители спорта. Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию с Центра спортивной подготовки «Триумф». Говорит и показывает Якутск. У нас под сводами «Триумфа» сейчас с минуты на минуту начнется заключительный соревновательный день седьмого по счету международного турнира по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Сегодня нас ждут в рамках, ну не вечерней получается, да, дневной, правильнее будет сказать, программы. Финальные схватки в весовых категориях до 125, 79, 70 и 61 килограмма. Нас ждет очень насыщенная программа, за которой будем следить мы, я, Власий Сергеев, и заслуженный тренер России, судья всероссийской и международной категории из Благовещенска Анатолий Ковалев. Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые судьи, тренеры и представители. Ну что ж, ждем начала соревнований. Уверен, что сегодня состоятся очень яркие схватки, которые порадуют телезрителей и любителей спорта, которые собрались на трибунах «Триумфа». Вчера очень много эмоций, да, подарили нам борцы, спортсмены. И по итогам вчерашнего дня стоит отметить, да, в активе якутских борцов 5 медалей, 1 золото, 1 серебро и 3 награды бронзового отлива. Ну и давайте напомним, бронзовые медали вчера завоевали Алексей Данилов, Михаил Васильев, Алексей Копылов. Серебряную награду завоевал Петр Копылов. И золото, вот именно схватки с Петей завоевал Айсен Винокуров, земляк Романа Дмитриева. Очень символично получилось, да? Ну что ж, и мы готовы начать просмотр схватки за третье место в весовой категории до 125 килограммов. Все схватки у нас проходят сегодня на одном ковре, именно на ковре А. И на ваших телеэкранах Эдуард Максимов, он будет бороться в синем трико, и, соответственно, его соперник вот в красном трико Никита Хабаров. Оба спортсмена представляют сборную команду Якутии и училище Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. Как вы поняли, мы начнем с тяжелых весовых категорий и будем идти по уменьшающей. То есть закроем мы заключительный день соревнований просмотром малых и золотого финала весовой категории до 61 килограмма. Итак, Никита Хабаров в красном трико и Эдуард Максимов в синем. Схватка за третье место в весовой категории до 125 килограммов. Но мы знаем, что в этом весе у нас состязания начались в двух группах А и Б. После 3 кругов у нас уже стыковые, да, встречи пошли. И вот сейчас у нас схватка за медаль. На кону стоит очень много. И помимо самой медали, да, мы не раз отмечали по ходу наших телетрансляций то, что хороший призовой фонд нашего турнира, ну, как и полагается, да, масштабному международному мероприятию. Призовой фонд составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей. Победители получат по 70 тысяч, спортсмены, завоевавшие серебряные медали, по 50 тысяч. И вот как раз один из победителей этой пары вместе с бронзовой медалью получит 40 тысяч рублей. Но поощряют, награждают, конечно, не только спортсменов. Тренер, воспитавший чемпиона, получит также 40 тысяч рублей. Согласитесь, очень приятная дополнительная мотивация. Ну что ж. Как ни странно, в тяжелых весовых категориях сейчас появились хорошие борцы в Республике Саха-Якутия среди молодежи и борются за третье место. Это здорово. Обычно мелкие весовые категории. Да, традиционно. Традиционно, да. А здесь даже интересно. Ну, вообще, в целом, в этой весовой категории ситуация очень интересная. У нас в схватке за третье место противостояние якутских борцов, а вот золото спорят спортсмены из Армении. Ну, хорошие спортсмены из Армении. У нас пока результативных действий нету, но 30 секунд активности. Я думаю, что спортсмены из одной школы, поэтому они хорошо друг друга знают, да, выучили. Конечно. И сильно много результативных действий не будет. Кто-то выиграет
я думаю, с преимуществом в 2 балла. Но не будет такого, то, что большое количество баллов будет разыграно, да, в схватке. Да, конечно, борцы прекрасно друг друга знают. И во многом исход этой встречи решит, конечно же, кто будет вести поединок лучше в плане тактической составляющей. Эдуарду Максимову засчитан 1 балл за пассивное ведение схватки соперника. И пока на этом у нас результативных действий нету пока что. 30 секунд тем временем остается бороться в первом периоде. Подбивай, подбивай! Напряженная схватка. Без разведки, но действий нет. Ну, во втором отрезке, думаю, повеселее пойдет. Но я хочу сказать, сейчас очень за последние 5 лет очень много изменений было в борьбе, согласно правилам. Вот последний год, полтора, как они очень сильно упростились, где у нас оценки. Максимальная оценка это 5 баллов, 4 балла. Ну, максимальная оценка это когда с амплитудой, большой амплитудой. А оценка 4 балла это любое действие со стойки. И все остальные по 2 балла, кроме выхода из партера наверх, дается оценка 1 балл. И в борьбе, когда выходит кто-то из борцов за ковер. То есть сейчас максимально доступно для болельщиков. Это как в футболе гол забить или пенальти, так и нас здесь. Сейчас все зрители прекрасно знают борьбу, особенно в Якутске и в Якутии. Поэтому оценки, если будет неправильная оценка, мы сразу услышим по трибунам. Да, сразу моментально дадут знать, да, то, что собравшиеся зрители вот не согласны Да. с тем или иным решением. Ну вот имел я удовольствие в предыдущие, да, соревновательные дни поработать и с Александром Ивановичем Матвеевым, и с Салтаном Сергеевичем Засеевым. И оба специалиста, которые видели в мире вольной борьбы абсолютно все, они вот отмечали по ходу нашего репортажа то, что вот судьи иногда скромничают в плане того, что вот можно было дать больше, а они дают меньше. То есть оба отмечали то, что было бы хорошо поощрять спортсменов большим количеством баллов, чтобы мотивировать их именно на более такие активные, красивые, амплитудные действия. Вот. Как вы считаете? Правильно, Власий. Некоторые сильно зажатые судьи, и когда идет бросок с амплитудой, не понимают, что если он даст 5 баллов, то этот спортсмен будет в следующих соревнованиях и на схватках чаще стараться провести такой прием. А дают 4 балла, потом спортсмен думает, зачем я буду тратить силы, вырывать куда-то, когда мне все равно дадут 4 балла. Надо это. Я тоже согласен целиком полностью с предыдущими коллегами, что нужно поощрять. Есть отрыв, дайте 5 баллов. 4 и 5 баллов небольшая разница, но для спортсмена это большой стимул. Ну, это только положительно сказалось бы, да, на проведении любых соревнований. Это амплитудные броски, конечно, в первую очередь радуют болельщиков и наших дорогих телезрителей. И зрители бурно реагируют тогда и кричат. И начинают освистывать, когда судья жадный. Ну, хотелось бы сегодня в рамках вот заключительной программы, да, последнего дня соревнований увидеть амплитудные броски. И хотелось бы, чтобы, да, они были оценены максимальным количеством баллов. Ну что ж, у нас последняя минута стартует в этой схватке. И к бронзе пока что, если смотреть на табло, да, ближе Эдуард Максимов. Я думаю, Власий, ближе к мелким весовым категориям мы увидим красивые броски, амплитудные броски. А здесь я сразу сказал, что 1-2 балла будет, но, видимо, так и закончится. Да, действительно так, Анатолий. Как вы и сказали, вот преимущество, с минимальным преимуществом будет одержана победа тем или иным борцом. Ну, уже через 30 секунд мы узнаем имя победителя. Первого бронзового призера. Да. Сегодняшнего соревновательного дня. Напомним, что этот балл был заработан в первом периоде. И с тех пор у нас изменений в счете. Именно в счете
пока нет. И последние секунды, и Хабаров сейчас, конечно, попытается Да, последние пойти секунды. вперед, но несмотря на все старания, ну, получился, да, проход в ноги, но время закончилось. Чуть-чуть не хватило времени. Да. И Эдуард Максимов принимает поздравления со счетом 1-0, как и отмечали, да, Анатолий. С минимальным преимуществом победу одержал Эдуард Максимов, и он отправляется отдыхать. В следующий раз мы его увидим уже а, на пьедестале почета. Ну что ж, так завершилось у нас противостояние представителей училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева в бронзовом финале весовой категории до 125 килограммов. И еще одна награда зачисляется в актив сборной команды Якутии. Ну а сейчас, дорогие друзья, вот мы увидим противостояние спортсменов из Армении. Все, я думаю, видели, как они тепло приветствуют друг друга. И перед вами в красном трико Ашот Рушанян. Его соперник также из Армении в синем трико Хохванес Магакян. У нас так принято, что на ковре мы враги, за ковром мы друзья. Поэтому всегда дружно приветствуют, обнимают. Ну а во время схватки, естественно, не жди подарков друг от друга. Там уже не до любезностей, да? Совершенно верно. Его соперник в синем трико представитель команды Армении. Дорогие друзья, вот дневная программа у нас заключительного соревновательного дня ну, будет длиться примерно 2 часа. Тут, конечно, невозможно, да, вот четко обозначить Рамки. да, рамки. Конечно, сами понимаете почему, но примерно до 4 мы планируем провести все схватки. И приглашаем всех любителей спорта в Центр спортивной подготовки «Триумф». Вы успеете увидеть множество очень интересных схваток. А тех, у кого нет возможности, да, прийти, мы предлагаем вашему вниманию нашу телетрансляцию. 1-0. Магакян повел. Здесь, я думаю, будут броски. Тоже соперники из одной страны, возможно, из одного клуба. И хорошо друг друга знают, но идут все в захват крест, который, как правило, заканчивается для кого-то броском, для кого-то печально. Очень интересно будет, конечно, наблюдать за ходом этой схватки. Ну и говоря о том, что спортсмены прекрасно друг друга знают, да, еще тем более они одногодки. 99-го года рождения оба спортсмена. И тут еще в одном месяце даже родились. На 14 дней постарше будет Магакян. Ну, вот если честно, кровь кавказская, смотришь на них, не дашь им, что им 19-20 лет. Ну, и не докажешь, что они старше, потому что по всем документам они проходят как молодежь до 20 лет. Действительно выглядит Солидно. Да, старше своих лет. Мы видим то, что Магакян зарабатывает еще 1 балл, и счет становится 2-0. Ну, преимущество в росте, да, вот чисто визуально даже видно то, что Рушанян повыше своего Рушанян повыше, да. соперника. Я думаю, что Рушанян все равно будет рисковать. Если не в этом периоде, то во втором и, наверное, попытается бросить. Счет уже вынуждает. Ну да. Ну и, дорогие друзья, вот хотелось бы лишний раз, да, отметить широту географии участников нашего турнира памяти легендарного Романа Дмитриева. У нас более 150 борцов участвуют на этих соревнованиях. И 12 зарубежных стран, и плюс 7 команд регионов Российской Федерации. Вот на протяжении 3
соревновательных дней Центр спортивной подготовки «Триумф» вот, стал вот эпицентром, да, вот этой вот этого международного праздника вольной борьбы. Ну и через неделю, конечно, стартует у нас Кубок мира на следующих выходных уже, дорогие друзья. Приглашаем всех любителей вольной борьбы, любителей спорта в Центр спортивной подготовки «Триумф». Уже на следующих выходных у нас будет Выдающееся мероприятие. да. Вот те, кто вчера, кстати, присутствовали в «Триумфе», или те же, кто вот следили за нашей телетрансляцией, вчера все прекрасно вот видели, да, как Президент республики. да, получил от рук исполнительного директора Федерации спортивной борьбы России Александра Деревянко кубок, замечательный трофей, Кубок мира. Представили, да, вот официально публике. И этот кубок будет разыгран уже на следующих выходных, дорогие друзья. Также, конечно же, стоит отметить то, что глава республики Арсений Николаев озвучил имена тех представителей якутской школы борьбы, которые попали в состав сборной России. Это Ариан Тютрин, он выступит в весовой категории до 57 килограммов. И Виктор Рассадин, который будет бороться за медали в весовой категории до 65. Ну что ж, Кстати, оба спортсмена, и Виктор Рассадин, и Ариан Тютрин, хорошие перспективные спортсмены, но пока не показывают стабильность. И периодически хорошая борьба, периодически. Я на чемпионате ШВСМ в Красноярске как раз был руководителем ковра, когда боролся Тютрин с Цадуваем. На последней секунде Ариан, проигрывая 3-5, сумел пройти в ноги и на последней секунде зафиксировал 2 балла. И рассматривали по видеотабло каждую 2 минуты 59 секунд и 0,9 сотых. то есть И на сотые даже пошли. до сотых даже дошли. Естественно, чеченская делегация была недовольна, но правило есть правило. У нас в борьбе не как в баскетболе. И если время закончилось, все, это не будет оценка. 0,9 сотых было, он успел перевести партер, была оценка 2 балла, 5-5 по последнему техническому действию выиграл Ариан и стал победителем. Но потом, предварительно, как у нас сейчас нулевой цикл есть, и для российских спортсменов ограничения ввели, чтобы на международном турнире Ерыгин участвовало только 3 спортсмена от России. Поэтому в каждой весовой категории была борьба. Первый, это, естественно, первый номер, а второе и третье путевки завоевали крест-накрест между собой. И мы на Ариана надеялись, конечно, в финале показал доблестную борьбу, хорошую, добротную. Но в утешительной схватке проиграл тоже в одну калитку. Получается, что еще психологической стабильности не хватает Ариану. Ну и Виктор тоже, пока Рассадин боролся в мелкой весовой категории, как бы увереннее был. Сейчас тоже стабильности нет. Но я надеюсь, его надо было раньше просто перевести в другую весовую категорию. И он уже бы за 2-3 года наборолся, и он показал бы лучший результат. Но это тоже не всем нам известно, как лучше было бы. Ну, наверное, все-таки тренерам виднее, как подвести своего спортсмена. Да, и уже ровно через неделю мы увидим на ковре и Ариана, и Виктора. И, конечно же, все будем очень переживать за них и горячо болеть за них. А у нас завершилась эта встреча со счетом 4-1. Хованес Магакян вышел победителем. А броска так и не было. Да, ошибся. Не дождались Да, броска. даже. Ну и видим, конечно, как оба спортсмена, оба приветствуют, да, тепло приветствуют и друг друга, и секундантов. И так завершается у нас состязание весовой категории до 125 килограммов. Хованес Магакян, обладатель золотой медали. Да, и Анатолий, вот продолжая тему, да, вот вообще в целом проведение организации соревнований, мы знаем то, что
На этом турнире памяти Романа Дмитриева у нас работает новая судебная система, помогающая, да, арбитрам. И это же оборудование будет использовано на Кубке мира. Как я понимаю, в качестве теста, да, у нас работает эта система. И что нового предлагает нам вот это вот оборудование? Совершенно верно. У нас с года в год Объединенный мир борьбы, Федерация Объединенного мира борьбы усовершенствует и усовершенствует наши технологические данные. И на сегодняшний день современнейшая система, это Афина называется, которая, неважно, на 3, на 4, на 5 коврах сразу будут проходить схватки. Точно так же на табло высвечиваются все номер схватки. То есть это все сделано для того, чтобы было проще работать судьям и для того, чтобы вы, зрители, которые сидят, смотрят, они уже знали, они по табло смотрят, номер схватки такой-то, значит, борется то-то-то. И вывешены протоколы, которые выводятся, у них оно соответствует. То есть самое совершенное, самое простое. Вот как по баллам я уже говорил, точно так же и здесь. И это все выводится на мониторы, и автоматом проигравший уходит в одну группу, а выигравший продолжает дальше. И потом не надо там гадать, не надо считать. Просто система выведет, кто будет утешаться, кто потом будет бороться за 3-е место и кто будет в финале. То есть доступно не только для судей, но и для зрителей. Это самое главное сегодня. То есть для удобства, да, все значительно упрощает. Ну, замечательно то, что у нас нововведения такие. Прекрасные. Да, улучшает, конечно, турнир. И эта же система будет работать на Кубке мира, как мы уже сказали. Ну а сейчас, дорогие телезрители, перед вами ведут борьбу за бронзовую медаль в весовой категории до 79 килограммов. В красном трико Алексей Ефимов, представитель сборной команды Якутии и Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Его соперник Юсуп Хаджи Айдаев из Чечни. 2 балла. Юсупу. Да, берет Юсуп. Хочу сказать, что, кстати, схватку обслуживает ваш бывший земляк Юрий Даричев, судья международной и всероссийской категории. Сейчас он уже, наверное, лет 10 живет, мастер спорта по борьбе, лет 10 живет уже в Владивостоке. Он поступил в университет, закончил и работает преподавателем. И также проживал он раньше в Нерюнгри. Добился тоже результатов на судейском поприще. И сегодня вызывается на многие международные турниры. Отрадно то, что это ваш земляк. Алексей Ефимов, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича. Ну, почти 2 минуты отборолись, да, спортсмены. И в настоящий момент счет 2-0. Пока что ведет представитель Чечни. Ну, я тоже скажу, что здесь представитель Чечни, представитель Якутии, скорее всего, что они неоднократно были на сборах вместе, поэтому тоже они хорошо знают друг друга. Нет большого количества баллов. Один проход в ноги пропустил наш земляк. И борец синим трико сейчас ведет схватку пока. Юсуп Хаджи Айдаев, победитель международного турнира. Вот второй пропуск. Еще 2 балла борцу синим трико. Да, счет становится уже 4-0. И последние 12 секунд первого периода. Вот болельщики болеют за своего спортсмена, а пока он не может ничего сделать. Да, по итогам первого периода уступает представитель якутской школы борьбы, но впереди второй отрезок. Времени полно, и прекрасно знаем то, что счет 4-0 это... Не катастрофический. Да.
Ну, говоря о болельщиках, да, у нас на протяжении этих предыдущих 2 дней, как и сегодня, народ подтягивается и очень активно болеет за своих спортсменов. У нас постоянно звучат и гудки, и клаксоны, Власти, с утра был еще Баян. даже баян. Так поддерживал тоже спортсменов и болельщиков, и руководство. Это оригинально вообще. Итак, второй период, дорогие друзья. Посмотрим, что нам предложат борцы в последующие вот эти 2,5 минуты, которые остались. Вот 4 балла. Да. за всю красоту. Романа Михайловича Дмитриева, Антонина Сафроновна Дмитриева. Но тут Пожадничал судья. 2 балла нашему борцу и 1 балл чеченцу. Вот еще 2 балла. Счет становится таким образом 7-2. Призер Олимпийских игр. Кстати, можно было красному 4 балла дать, потому что оба стояли в стойке. Заслуженный мастер спорта, старший тренер юниорской сборной команды России по вольной борьбе. Ну, со стороны вот Народный депутат Алексея Государственного собрания челленджа не последовало. Мы Петр Петрович идем дальше. Все 3 судьи дали, значит, 2 балла. И публика согласна. Времени остается все меньше и меньше. Вот мы слышим, не знаю, слышно ли вам, дорогие телезрители, но вот я услышал, как обращаются, да, болельщики гонят вперед Алексея, призывают его рисковать. Ну и правильно делают. Он сейчас будет вынужден рисковать. Ну, а в свою очередь, Юсуп Айдаев, конечно же, будет защищаться и внимательно следить за движениями нашего спортсмена и готовить, да, свою контратаку. А вот он ушел в глухую защиту. Счет позволяет. Поэтому активная защита контролирует ситуацию. А вот сконтрил. 9-2 сейчас становится. Алексей пошел, пытался сделать проход на обратном выходе. Сконтрил борец Айдаев и забрал 2 балла. Да, и очень, конечно, мало времени остается. Отрыв приличный, да, обеспечил себе Айдаев. В 7 баллов он ведет. Здесь даже 5-бальный бросок не поможет, поэтому нужно пробовать, но Алексей, возможно, все, время закончилось. Да, завершается эта схватка. И со счетом 9-2 победу одержал Юсуп Хаджи Айдаев. Принимает он поздравления. И Юсуп Хаджи Айдаев становится обладателем бронзовой медали 7-го по счету международного турнира в памяти Романа Дмитриева. Ну и сейчас уже приглашается следующая пара, которая спорит бронзовую медаль. Ну а прежде мы посмотрим повторы прошедшей схватки. Здорово, конечно, действовал Юсуп Хаджи, стоит отдать должное.
Ну а Вот здесь он не дотянулся просто до голеностоп взять, и тогда бы он не зашел. Вот сейчас. Ну вот, в принципе, здесь можно было дать 4 балла. Ну, 2 балла тоже. Одна, оказывается, нога на колени, блин. Просто отсюда не досмотрели. Поэтому дали все 3 по 2 балла. И правильно это. ну что ж, у нас это второй малый финал этой весовой категории. И перед вами в красном трико Адилет Маратбаев, представитель команды Кыргызстана, и его соперник Абубакар Абакаров, Азербайджан. По итогам этой схватки мы узнаем имя второго обладателя бронзовой награды в весовой категории до 79 килограммов. 79 килограммов ведут в красном трико представитель команды Кыргызстана Адилет Маратбаев. Адилет 19 лет, студент Кыргызского государственного института физической культуры, кандидат в мастера спорта, борьбой занимается 6 лет под руководством заслуженного тренера. Сегодня мы еще увидим выступление представителей сборной команды Якутии. В весовой категории до 70 килограммов у нас Никита Сафронов из команды университета оспорит бронзовую медаль с Айбханом Сайдулхановым, представляющим Санкт-Петербург. А также у нас, конечно же, будет схватка за золото в этой же весовой категории между Петром Кириллиным из также команды университета против Рамазана Якубова из Красноярского края. Чемпион Азербайджана среди молодежи 2019 года. Вот борец из Азербайджана перевел партер, сделал нокат. Заработал 4 балла. И таким образом сделал, да, шаг. Шаг к победе. К бронзе. Маленький шажок к победе, Да. да. Первый шаг сделан. Чем же ответит товарищ Маратбаев из Кыргызстана? Еще 1 балл зарабатывает Абубакар Абакаров. И счет уже становится 5-0. Арсенал технических движений и действий у борца из Азербайджана получше и разнообразнее. Вот, пожалуйста, он делает. Сейчас заберет 2 балла, еще может накатить. Он 4 хочет. 4 может даже, 4, да? да. Но 2 балла присуждается. Нет, все же 4, да. 9-0. 4 и накат 11 сейчас. Все чисто техническая победа. Не смог ничего противопоставить Весовой категории Маратбаев до из 70 Кыргызстана. И таким образом килограммов чистую техническую победу одержал бронзовую Абубакар Абакаров и становится медаль получает бронзовым призером Абубакар Абакаров из Азербайджана. Ну, очень убедительная победа. 11-0. Сегодня, кстати, это первая победа убедительная. Борьба за первое место таким разрывом. категории до 79 килограмм. Ну и, как вы отметили, да, вот ровно, Анатолий, вот, арсенал технических действий богаче будет, и, собственно, и продемонстрировал нам, да, спортсмен Совершенно из верно. Азербайджана. И в этой весовой категории остается определить обладателя золотой медали. За награду высшей пробы будут бороться Ахмед Ташукаджиев и Халид Яхиев. Ну, видим то, что Ташукаджиев уже на ковре. Вот и Халид выходит. И сейчас у нас начинается схватка за золотую медаль в весовой категории до 79 килограммов. Ахмад Ташукаджиев. Представляет он Санкт-Петербург. И еще один представитель Чеченской Республики Халид Яхиев. Руководитель ковра Алексей
В настоящий момент в активе сборная команды Якутии 6 медалей. 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы. Если же вспоминать прошлогодний турнир памяти Романа Дмитриева, то тогда в активе сборной команды Якутии было 7 медалей. 1 золото, 1 серебро и 5 бронзовых наград. Единственную медаль высшей пробы тогда завоевал Максим Толмачев в весе до 92 килограммов. И он же и был признан лучшим борцом турнира. Россия, Санкт-Петербург. Кандидат в мастера спорта. Также борцы хорошо знают друг друга. Тренеры Без разведки, но ничего не получается ни у одного, ни у второго. Шухаджиев, бронзовый призер всероссийского турнира и победитель мемориала. Арбитр поднимает спортсменов. 2018 года. Его соперник в синем трико Халид Якиев, кандидат в мастера спорта, в борьбе 10 лет. Халид Якиев, победитель всероссийского турнира 2018 года. В этой схватке, Анатолий, кто предпочтительнее выглядит, по вашему мнению? Я думаю, что они оба равные, но и также победа будет с минимальным счетом. Но и, по моему мнению, это все-таки синий выиграет. Он меньше тратит сил на подготовку приема. Что может сказаться в конце, да, Совершенно схватки? верно. Вот борец в красном трико пытается раздергать. Много очень тратит сил, а подготовка слабая. А борец в синем трико прошел ноги сейчас, но тоже не доработал. Конечно, все такие движения, да, вот не проходят бесследно. Очень затратные, энергозатратные эти движения все. Ну, разрыв баллов будет небольшой. Я хочу сказать, чем-то борьба напоминает борьбу нашего земляка Виктора Лебедева, двукратного чемпиона мира. И у ваших братьев Копыловых такая же вчера борьба. И Петра Копылова вчера подвело то, что он по этой тактике немножко раньше надо было начать бороться, и он выиграл бы. А так он тоже на последних секундах практически взял, но доли секунд уже оказалось за пределом времени. Да, вчера вот Айсенс с Петром, конечно, подарили очень яркую, да, концовку. И в целом схватка, конечно, получилась замечательной. А у нас пока выигрывает борец в красном трико. Первый период. Да, со счетом 3-0 он ведет. Посмотрим, что во втором периоде предпринят чеченский борец. И борцы готовы начать второй период. На кону у нас стоит золотая медаль в весе до 79 килограммов. Ахмат Ташугаджиев, Санкт-Петербург, и Халид Яхиев. Вот опять такое же движение, проход ноги, остановился. Сегодня в сумме у нас в программе 11 схваток, по итогам которых мы узнаем всех обладателей золотых и бронзовых медалей в весах. До 125, до 79, до 70 и до 61 килограмма. Ну,
Ну, самые интересные будут схватки, мне кажется, в 61 килограмм. Да, которые закроют Наш турнир. программу, да. Активен Ташугаджиев. Кстати, в борьбе, как во всех видах спорта, очень сложно делать прогноз. Вроде как один делаешь прогноз, уверен. Смотрел вчера борьбу, наблюдал. Чеченский борец вчера красивую борьбу показывал. Я, если честно, думал, что он сегодня выиграет. Но пока еще не конец схватки, он не обречен, но ничего пока противопоставить борцу в красном трико не может. Да и вообще, да, вот и в других видах спорта вот, невозможно сделать точный прогноз. Но за это мы, собственно, и любим спорт. Да, за его непредсказуемость. Минута до конца этой встречи остается, и в настоящий момент к золотой медали ближе Ташугаджиев. Ну, при таком счете, да, 50 секунд это очень много. Это очень много, да. Еще можно... Многое Здесь может измениться, да, как многое бы может в одну сторону, так и в другую. делать попытки, но безуспешно. Чуть больше 20 секунд остается, и пока вот попытки Яхиева безрезультатны. Ни к чему не привели пока. Но не успокаиваются. Да, до последних секунд, конечно, будет бороться. 10 секунд остается терпеть Ташугаджиеву. Очередная попытка пройти в ноги. И завершается схватка со счетом 3-0. Победу одержал Ахмат Ташугаджиев. Победитель весовой категории до 79 килограммов Амхат Ташугаджиев, Россия. Принимает он поздравления. 3-0. И таким образом мы уже знаем, да, всех призеров и победителей этой весовой категории. Бронзовые медали у Юсупа Хаджи Айдиева из Чечни, у Абубакара Бакарова из Азербайджана. И прямо сейчас вы видели, как Ахмат Ташугаджиев завоевал награду высшей пробы весовой категории до 79 килограммов. Ну и сейчас мы видим то, что режиссер нашей телетрансляции предлагает вашему вниманию повторы прошедшей схватки, а сейчас будет награждение. Награждение победителя и призеров весовой категории до 125 килограммов. Олимпийский чемпион Иваницкий будет награждать. Да, у нас вот немало, да, вот гостей, почетных гостей на этом турнире, Начинается людей, торжественная церемония награждения сделавших победителя неоценимый и вклад призеров в развитие вольной весовой борьбы категории и спорта до в целом. 125 килограммов. Это и, конечно, Александр Иваницкий, который сейчас будет награждать. Легенды борьбы. Да, живые легенды борьбы. Для Валентин проведения Иорданов, церемонии Владислав награждения Стецик приглашаются олимпийский чемпион, другие. заслуженный мастер спорта СССР Александр Владимирович Иваницкий. Перед вами лучшая тройка борцов весовой категории до 125 килограммов. Руководитель Республиканского училища колледжа Олимпийского резерва И сразу два имени Романа Михайловича спортсмена Дмитриева Алексей из Армении Алексеевич сейчас Ефимов. зайдут на пьедестал почета. Olympic reserves of the Republic
За третье место бронзовой медалью награждается. Как полагается, начинаем с бронзовой медали. Максимов. И Эдуард Россия. Максимов сейчас получит свою порцию аплодисментов. Представитель сборной команды Якутии. Получает бронзовую медаль. Напомним, что Эдуард у нас представляет училище Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. За второе место серебряной медалью Со счетом награждается 1-0 напомним, то, что Ашот Эдуард выиграл у Рушанян. сокомандника Никиты Хабарова. Ну а сейчас у нас вручается серебряная медаль Ашоту Рушаняну, представителю сборной команды Армении, который в финале проиграл также спортсмену из Армении, своему товарищу. Вот мы видим и Золотой медалью награждается флаг, да, даже не один, а два флага Армении развиваются под трибунами триумфа и получает на золотую медаль Хованес Магакян. Со счетом 4-1 в финале он одолел своего соотечественника Ашота Рушаняна. И, конечно же, получают спортсмены сертификаты. Как мы говорили, обладатель золотой медали получает 70 тысяч рублей. Спортсмен, занявший второе место, 50 тысяч рублей. И хозяин бронзовой медали 40 тысяч рублей. И еще также 40 тысяч рублей получает тренер победителя. Ну а на ваших телеэкранах Эдуард Максимов. Представитель сборной команды Якутии на пьедестале почета весовой категории до 125 килограммов. Ну и победитель в этом весе Хованес Магакян. И на втором месте его соотечественник Ашот Рушанян. Церемония награждения победителя и призера весовой категории до 125 килограммов завершается. В финале была очень напряженная борьба, по итогам которой со счетом 4-1 выиграл Магакян. Ну и, конечно, оба спортсмена с большим теплом, уважением друг к другу относятся перед схваткой. Вот, поприветствовали тепло друг друга и как после схватки также. Власти, видимо, в республике Саха-Якутия, в частности в Якутске, диаспора действует армянская, потому что флаги развиваются, здесь друг друга поддерживают, много женщин, семьи, видимо, которые живут здесь. Да, в предыдущие дни тоже вот представители Армении активно поддерживали болельщиков с трибун. Ну вот я вижу, сегодня подготовились очень хорошо. Даже. Флаги с собой взяли. Очень здорово, конечно. Для проведения церемонии Ну награждения и сейчас у нас призер Олимпийских игр Стецик награждение Владислав. весовой категории до 79 килограммов. Директор регионального центра спортивной подготовки Александр Николаевич К Андреев. сожалению, в этой весовой категории За третье мы место остались без медалей. бронзовой медалью награждается За бронзу боролся у нас Юрий Алексей Ефимов. Россия. The bronze medalist Yuri Ivanov, Russia. За второе место серебряной медалью награждается Асхаб Хамзатов, Азербайджан. The silver medalist Ashab Hamzatov, Azerbaijan. За первое место золотой медалью награждается Ажинияз Сапарниязов, Узбекистан. The winner, Arzeniyaz Saparniyazov, Uzbekistan. Ну и в нашей программе заключительного соревновательного дня За подготовку победителя награждается остается тренер еще Муратшон Рахимов. 6 схваток. Winner's coach
в весовых категориях до 70 и 61 килограмма. И следующими на ковер выйдут спортсмены весовой категории до 70 килограммов. И мы увидим выступление Никиты Сафронова. Начнем мы с этой схватки. Представителя сборной команды Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова против Айбхана Сайдалханова. Весовой категории до 92 килограммов завершается. Awarding ceremony in a weight category of 92 kilos is finished. Ну, Анатолий, вы многократно Борьба за третье место весовой категории до 70 были килограмм. гостем, работали в Якутске. Что вы можете сказать в целом вот о соревнованиях, которые проходят в столице нашей республики, вот именно по вольной борьбе, об атмосфере и вообще специфике? Россия. Я хочу отметить то, что здесь все с теплотой, с душой относятся к таким мероприятиям, как Роман Михайловича Дмитриева, Коркина турнира. Здесь еще и юношеский турнир проходит Павла Пенигина, который международный. Да, в скором времени, кстати, он состоится. Совершенно верно. Ну и мне больше всего удивляет то, что здесь от волонтера и до министра, до президента республики все любят этот вид спорта и уделяют внимание тренерам, судьям, простым спортсменам, так как будто здесь все одни звезды всего мира. А это любому человеку приятно. Сюда едут всегда с удовольствием. И я когда приезжаю сюда, а условия создания. В прошлом году был, жили в гостинице, одна была гостиница, сегодня совсем другая. Уже сделали новый ремонт, расширили душевые, освещение, новые кровати поставили. Просто здесь отношение к спортсменам и к тренерам, и к судьям как будто самым близким родственникам. Но все-таки вид спорта номер один нашей республики. И сейчас в борьбу за бронзовую медаль весовой категории до 70 килограммов у нас вступил Никита Сафронов, представитель команды Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Он в красном трико, и его соперник Айбхан Сайдалханов. Представляет он Борьба Санкт-Петербург. за третье место весовая категория до 70 килограммов. В красном трико Никита Сафронов. Россия, Саха-Якутия. Никита Сафронов борьбой занимается 7 лет. Тренеры Егор Старостин, Альберт Макаров. Студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Спортсмен 18 Никита Сафронов вот, Его на стадии 1/4 финала уступил своему сокоманднику Петру Кириллину, представителю Черопчинского государственного института физической культуры и спорта. Сейчас имеет он возможность стать хозяином бронзовой медали турнира. Бронзовый призер международного турнира 2018 года. А Петр Кириллин будет бороться в финале. Да, все верно, Петр Кириллин. Его соперником будет Рамазан Якубов из Красноярского края. Хороший спортсмен тоже. Будем болеть за земляка, но победит сильнейший. Получает 1 балл. Борец Индрико. Пропустил проход ноги. Да. Ну и меньше минуты, да, остается
в первом периоде. Да. Тоже упорная борьба. — 30 секунд остается. И пока что вот единственное результативное действие на счету Сайдалханова, которое принесло ему 1 балл. Вот. Не доработал чуть подсечку. Завершается первый период. Впереди Сайдалханов со счетом 1-0. Ведет борец в синем трико. Посмотрим, какие выводы сделает наш земляк после перерыва. Ну и вот, то самое действие, которое принесло Сайдалханову 1 балл, вытолкнуло якутского борца за пределы ковра и получил, и повел в счете. Активно пошел в атаку, но пока 2 уже попытки было. Защитился хорошо, молодец. Вот 2 балла забрал. 4 показывает арбитр. 4. Да, 4. Еще 2 балла. Наверное, будет. На табло пока счет у нас 4-1. Да, здорово Никита начал второй период. Сразу видно, что вышел настроенный, агрессивно настроенный. И несколько попыток сделал. С 3-й попытки бросил на 4 балла. Но бороться еще много. Сейчас завязались спортсмены. В такой ситуации сложно кому-либо что-то сделать. И теперь уже Сайдалханов в роли догоняющего. Теперь он будет атаковать. Но Никита не стоит. И не отступает. Это приятно. Даже наступает. Неужели умер борец с ним трико? Не в прямом смысле, а в смысле... Выдохся, да? Да, выдохся. Остается минута. Наш спортсмен ни на шаг не отступает. Ну, пока мы не наблюдаем, да, каких-либо активных действий от Сайдалханова. Выжидает, ищет возможность спортсмен в синем трико. Кстати, сегодняшний финальный день ни одного еще просмотра не было. Челленджа. Кстати, да. Да, не было сегодня. 20 секунд. Пошел. Накрылся. Молодец. Положил туше. Здорово, Никита Сафронов. Есть радость. Порадовал земляков. 7-я медаль. Бронзовый призер весовой категории до Да, 7-я медаль 7 килограммов. в активе сборной команды Якутии Никита Сафронов. Молодец.
Молодец, Никита. И эти аплодисменты адресованы представителю сборной команды Якутии. И заслуженные Да, аплодисменты. безусловно. Очень красивая победа. 70 килограммов. Приглашаются Никита Сафронов идет, отправляет отдыхать и готовится к церемонии награждения. Tournament invited Ashraf Ashirov, Azerbaijan, Biambadosh and Bayar, Mongolia. Please welcome. В первом периоде, помним, да, вот Да, соперник Никиты взял 1 балл, и с таким же счетом у нас завершился первый отрезок. Ну а во втором уже Никита очень здорово красивый бросок. стартовал и сразу, да, вот 4 балла. Молодец, Никита. Поздравляем еще раз представителя Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова с этим успехом, с этим бронзовым успехом. Ну а сейчас вторую медаль бронзового отлива будут оспаривать Ашраф Аширов из Азербайджана и Энсбаяр Биамбадорш из Монголии. Я думаю, что все гости, приехавшие на этот турнир, останутся довольны, потому что есть призеры в разных весовых категориях и в Монголии, и в Беларуси, и в России, естественно. Да, медали турнира разлетятся в разные точки планеты. Это, конечно, лишний раз подчеркивает географию участников. А в этом весе мы увидим еще одного якутянина. Говорили ранее, Петр Кириллин будет бороться за золото с Якубом Рамазаном Якубовым из Красноярского края. Кстати, одна из медалей уже будет в кармане. Но лучше бы, конечно, чтобы была золотая. Да. Уважаемые победители призеры весовой категории до 79 килограммов, просьба подойти на построение для проведения церемонии награждения. Winners in the weight category of Энсбаяр 79 Биамбадорш kilos вот, is yet на стадии 1/2 финала уступил Рамазану Якубову, который будет бороться с нашим спортсменом. И сейчас Биамбадорш с минимальным преимуществом в 1 балл ведет в этой схватке. Пока все идет по сценарию предварительной схватки. 0-1. Последние 25 секунд. Видимо, так и закончится первый период. Да, изменений в счете у нас не будет. 1-0. Впереди Энсбаяр Биамбадорш. Борьбу за третье Ну и сейчас, конечно, весовой борцы категории получат до 70 наставления килограммов идут в красном трико от своих представитель тренеров, команды секундантов. Азербайджана И Ашраф все решит второй период. Сейчас они настраивают своих спортсменов на второй период, и кто выйдет более подготовленный, более настроенный, тот и выиграет. Ашраф Аширов, победитель первенства Азербайджана 2019 года. Итак, второй период. В синем трико представитель И команды Монголии по итогам Биамбадорш. последующих 3 минут будет у нас выявлен Биамбадорш 18 лет, медалист. мастер спорта, борьбой занимается 7 лет под руководством Балагундаха.
Записывает 4 балла в свой актив. Биамбадорж. Нет, 2 балла. 2 балла, да, извините. Бросок не получился, получился перевод в партер, поэтому оценка 2 балла. Сборная команда Монголии на этот турнир заявила 10 спортсменов. Вот, и один из них сейчас ведет схватку за бронзу. И пока преуспевает. Да, как видим. Азербайджанский спортсмен делает попытки. Безуспешные, правда, пока. Половина второго периода позади. И берет свои 2 балла Биамбадорж. 5-0. И до конца встречи остается чуть больше минуты. Я думаю, монгольский борец уже не уступит. Хотя всякое бывает. Но ушел в глухую защиту. Может проиграть балл, если будет. Остается это. Ну, пусть пойдет уже. Еще балл зарабатывает. Да, балл зарабатывает, и по всей видимости Эльф-Бояр Биамбадорж доведет эту встречу до победного конца. Вот эта вот попытка пройти в ноги завершается этим броском. И еще 2 балла в свой актив записывает монгольский борец. И счет становится 8-0 за секунды до конца этого финала. Малого финала. И таким образом со счетом 8-0 победу одержал Биамбадорж Эльф-Бояр. Борец из Монголии становится обладателем бронзовой медали. И, как мы слышим, завоевал, да, симпатии якутских любителей спорта. Очень тепло поприветствовали Биамбадоржа. Борьба за первое место весовой категории до 70 килограммов. Приглашается 8-0. Петр Кириллин, Таков итог. Рамазан. А вот сейчас на ковер приглашается Петр Кириллин. Сборная команда Якутии. Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Мошева. Его соперником будет Рамазан Якубов из Красноярского края. Ну что ж, в этом весе у нас бронза уже есть. И сейчас, конечно, будем желать лучшего нашему спортсмену. Да. Петр Кириллин в красном трико. Соответственно, Рамазан Якубов в синем. Петя. Поддерживает своего спортсмена. И это правильно. Борьбу за первое место в красном трико. Короткая профилактическая беседа, после которой возобновляется встреча. Это финал. Спортсмену 20
На кону золото весовой категории до 70 килограммов. Это говорит о том, что спортсмены начали очень агрессивно настроенную, очень жесткую борьбу, поэтому арбитр был вынужден остановить схватку, обоим сделать внушительную работу о том, что это не бокс, не рукопашный бой, а это борьба. И нужно быть корректным по отношению друг к другу и зарабатывать оценки только техническими действиями. Арбитр призывает к более активным действиям. Ну, минуту отборолись спортсмены. Конечно же, оба хотят выиграть. предельно заряжены на эту встречу. Все-таки на кону золото. И вот тут Якубов. Нужно сделать перевод сейчас. Да, не вписывается в титул балла и сейчас будет делать, ну, продолжать работать. Сейчас главное правильно защищаться, тогда будет шанс еще возобновить все и побороться. Шанс он всегда есть. Пожалуйста, попытка прохода в ноги, которая пока безуспешно закончилась. Но они еще будут. Вот жесткая борьба. Опять. Но тут надо держать себя в руках. Эмоции, эмоции. Доктора приглашают. Да, требуется вмешательство медицинского персонала. Видимо, было столкновение головами. Но это у нас бывает в борьбе такое. Оно неумышленное, но когда сильно агрессивно настроен, то такое случается. Вот подзывают к руководителям ковра сделать внушительную работу. Главный судья Александр Чуенко сделал внушение обоим спортсменам. Если еще грубая борьба будет продолжаться, то возможно дисквалификация одного из спортсменов, либо обоих. Что крайне редко у нас бывает. Надеемся, что и здесь до этого не дойдет. Да, хотелось бы, конечно, больше смотреть на борьбу, да? Именно на борьбу. На красоту борьбы. Без каких-либо вот лишних проявлений агрессии. Я думаю, оба спортсмена понимают, что остаться без медали это хуже, чем занять, пусть уступить, но в борьбе, но занять второе место, либо стать чемпионом в этом весе. Остается бороться 10 секунд, и по-прежнему со счетом 2-0 у нас ведет Якубов. Завершается период. А обслужит у нас схватку на ковре, я вижу, арбитра. Судья также всероссийской международной категории из города Иркутска Кирилл Асадоев. Также мастер спорта, бывший спортсмен, сейчас судья всероссийской международной категории. Ну и у нас есть возможность в замедленном действии еще раз увидеть действия борцов. Как говорится, работаем 2 балла, да. Борец в синем трико Якубов жестко швынгует. Он не прав здесь. Поэтому правильно
Арбитр делает замечание секунданту. Это второй период сейчас. Да, опасная ситуация. Это уже тоже 2 балла. 4-0 становится счет. И скоростный захват, который можно накатать, еще 2 балла. Да. 6-0. 8-0. Это прием, который может закончить досрочную схватку. Он, во-первых, болезненный. И если его удержать, то спортсмену практически... Он не запрещенный, и спортсмену практически невозможно терпеть, он переворачивается. Но молодец. Есть еще шансы. Но нельзя больше допускать перевода в партер. Либо дать произвести какой-либо бросок борцу в синем трико. Да, повел в счете Якубов 8-0. И сейчас нужно будет остановить кровотечение. По правилам борьбы спортсмен может находиться у врача во время схватки не более 4 минут общего времени со всеми перерывами. Если он находится большее время, то ему засчитается поражение. Но здесь прошло еще очень мало времени. Ну, в активе Якубова еще 2 минуты и 33 секунды, как я вот успел заметить, остается вот для того, чтобы получать помощь медицинского персонала. Ну, давайте смотреть. Чуть меньше 2 минут еще есть. Серьезно, конечно, упрочил свое преимущество Якубов. Вот, пожалуйста, казалось бы, один перевод, захват на скоростной захват голени и 3 переворота, все сразу же увеличился разрыв 8-0. И вот ему достаточно один... Ах, не смог сделать пистолет. Это, видимо, он умышленно давал ногу и хотел сделать бросок. Но Якубов все это просчитал. Да, чистую победу одержал Рамазан Якубов, представляющий Красноярский край. У нас есть возможность в замедленном действии еще раз увидеть, что же у нас происходило в этой схватке. Да, напряженная ситуация была, да, с самого начала. Судья молодец, сразу же вмешался. Да, и руководитель ковра также провел профилактическую беседу. И вот он, этот перевод и захват. Он очень болезненный. ключевой момент этой схватки. Весовой категории Ключевой момент, до да. 79 килограммов. We are starting the awarding ceremony in a weight category of up to 79 kilos. Для проведения церемонии награждения приглашаются А это министр прием, который атлетической мог культуры и спасти. спорту Республики Саха-Якутия Ну, обернулся он в пользу Юрьевич Григорьев. Якубова. Minister of Physical Culture and Sport of the Republic of Saha-Yakutia. Ну что ж, у нас Mr. Игнатий выявлены Григорьев. победитель и призеры этой весовой категории. Сейчас мы уже будем чествовать The neutral referee, delegated from спортсменов United весовой World категории до Wrestling, 79 Mr. килограммов. Давар Вартанян. За третье место бронзовой медалью награждается Юсуп Хаджи Айдаев, Россия. На третью ступень пьедестала почета взбирается Юсуп Хаджи Айдаев. Russia. Ему вручается бронзовая медаль турнира памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. За третье место бронзовой медалью награждается Абубакр Абакаров. Также бронзовую медаль получает Абубакр Абакаров, представитель Азербайджана. За второе место серебряной медалью
серебряную медаль вручают Халиду Яхиеву The silver medalist, Khalid из Yahiyev, Чечни. Russia. За первое И место победитель золотой медалью этой награждается весовой категории Ташухаджиев, Ахмат Россия. Ташукаджиев, Winner in the weight category of Санкт-Петербург. up to 79 kilos. Победитель, чемпион весовой категории до 79 Russia. килограммов. За подготовку победителя награждается Также тренер награждается победителя. и тренер Ахмада. Ну и давайте вспомним, как же у нас проходил финал весовой категории до 79 килограммов. Ахмат Ташукаджиев, напомню, со счетом 3-0 выиграл у Халида Яхиева из Чечни. На этом торжественная церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 79 килограммов. И у нас остается последняя весовая категория Awarding ceremony in the weight category of up to 79 в весе до kilos. 61 килограмма. Также пройдут, конечно, 3 схватки. Начинаем мы с малого финала, в рамках которого сейчас сойдутся 2 представителя команды ТВ. Это Кежик Монгуш и Чаян Монгуш. Чаян Монгуш. Россия. Не могу, конечно, с точностью сказать, но, по всей видимости, да, это братья, выступающие в одной весовой категории. И вот получилось так интересно, что встречаются они в схватке за бронзовую медаль. Как и наши братья Копыловы, да? Совершенно верно. Я хочу сказать, Монгуш в ТВ это очень традиционная фамилия, как в России Ивановы. Поэтому они, может быть, и братья, а может быть, просто однофамильцы. Но будем надеяться, что Ну, братья. Будем Да, надеяться. просто я обратил внимание на то, что и отчество одинаковое. Тогда да. Да. Ну и занимаются под руководством одного тренера. И тут, как я вижу, да, старший из них это Кежик, который выступает у нас в красном трико. 99-го года рождения. А вот то, что касается Чаяна, в синем трико, он 2000 года рождения. Помладше, да. Да. Ну вот, если брать такую ситуацию, братья старший и младший боролись бы с Кавказа, обычно Борьбу за третье младший место выступает старшим. По старшинству, да? Да, по старшинству. Это у них уже традиции. А здесь вышли Посмотрим, как пойдет борьба. Кежик Монгуш. Его соперник Чаян Монгуш. Кежик Монгушу 20 лет. Ох ты. Свисток был чуть раньше. В борьбе 7 лет. А так красивые действия. За пятку 4 балла можно было дать. Победитель первенства Сибирского федерального округа 2018 года. Вот 4 балла. Чаян Монгушу 19 Чаян. лет. Кандидат в мастера спорта. В борьбе 7 лет. Чаян Монгуш. Бронзовый призер международных игр «Дети Азии». Бронзовый призер Он боролся в первенства Якутии, Чаян. России. Победитель первенства Сибирского федерального округа 2018 года. Туинское противостояние в малом финале у нас продолжается. Чаян против Кежика. И пока счет 4-0 в пользу Кежик. Чаяна. Чаян в красном. Нет, Кежик красный. Кежик красный. Да. Да. Тогда Чаян, да. Вот еще. 4
4 балла уже теперь красному. Счет выровнялся. Здесь никто никому уступать не будет. Да, 8 баллов уже разыграли борцы. Только первый период. А 8, Положит, нет? 8-4. Положит. Всё. Ну и аплодисменты. В итоге старший все-таки выиграл. Да, старший все-таки выиграл Бронзовый призер со счетом 8. Ну, Кежик Монуш. чистая победа, да? Да, чистая победа уже. Уже Кежик Монгуш принимает поздравления. Борьба за третье место весовой категории. Ну и становится он бронзовым призером весовой категории до 61 килограмма. Ну, Вот это интересный прием. Просто после свистка. такие красивые действия, да, нам продемонстрировали братья. И Вот то, о чем мы говорили, что в мелких весовых категориях будет красивая бросковая борьба, то оно и произошло. Такое впечатление, как будто на тренировке. да, конечно, интересное зрелище выдали тувинцы. Но мы идем дальше. Это бронзовый финал. Сейчас мы узнаем еще одного обладателя бронзовой медали в этой весовой категории. У нас встречаются Туксергал Эрденебат из Монголии, он в красном трико, и его соперник Роберт Габриэль Так, Соединенные Штаты Америки. США на турнире памяти Романа Дмитриева участвуют впервые. 2 балла. 2 балла американец заработал. Роберт Так. И американцы привезли 7 борцов в Якутск. Выступает команда под руководством олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира, трехкратного победителя Кубка мира Кевина Джексона, который на ваших телеэкранах очень внимательно следит за выступлением своего подопечного Роберта Тага, который по истечению первой минуты ведет в этой встрече. Уже 4-1 становится счет. 6-1. 4 дали. Но в свою очередь Монгол берет свой балл. Счет становится 2-4. Борьба за третье место. Да, арбитр показал уже 2 балла в предыдущем действии, да, но на табло почему-то у нас. Представитель Монголии. Видимо, руководители и боковой судья дали 4 балла, поэтому... Ну как же весело у нас, да, развивается событие. Весело. 4-6. Интересная захватывающая борьба. Никто не отставит. Борются все. Молниеносная. Да, действительно, порой вот бронзовые встречи бывают интереснее финалов. Потому что Да, ты либо побеждаешь и получаешь медаль, либо же остаешься вот вне пьедестала почета. Самое обидное, когда рядом был, и поэтому и зарубы идут такие. Тем более спортсмены из разных стран, они друг друга не знают, первый раз борются. И вот монгольский спортсмен еще 2 балла. Счет сравнялся, но пока побеждает борец в синем трико по качеству броска 4-бального. Да, 4-бальный бросок, помним. Ну, за 2 минуты у нас 12 баллов разыграно. 12 баллов за 2 минуты. Да. Ох ты! Так, интересно. 2 балла. 2 балла точно есть. 2 и дали, да. Ну, если
перелетел через голову, было бы 4. А так считается как перевод партер. Богатое на события схватка у нас идет, дорогие друзья. Вот красивая завязка, но свисток был. А схватку у нас обслуживает судья из Азербайджана. Счет остается прежним, 8-6. И последние секунды первого периода. Приятно, что болельщики поддерживают и команду Монголии, и команду Америки. Выиграет сильнейший однозначно. И болельщики, которые понимают в борьбе, они будут также бурно аплодировать победителю. Сейчас надо будет во втором периоде американскому спортсмену что-то предпринимать. Вот секундант дает наставление. Я думаю, что он сказал только атаковать, не минуты покоя. Вот и все, и началось, да. Сразу пошел. Защитился. 1 балл монголу. 9-6. Проход сделал нормально, но не доработал, на краю ковра остановился. Попытка пройти в ноги не увенчалась успехом. Забрал 2 балла борец Енем Трикова. Сейчас ему надо катить. Да, 8-9. Упорная, да, борьба идет. Упорно, никто не хочет вступать. Такая равная схватка. И бросков много, и приемов с оценками. Я думаю, в конце схватки оба будут долго восстанавливаться. Очень активно, конечно же, ведут борьбу оба спортсмена. И вот на последних, да, мгновениях схватки у кого останется больше сил. О, 4 балла. 13-8. Теперь Роберту Таку будет сложно отыграть. Минута 11. Ну, американцы, как правило, борются до конца. И они не останавливаются. Вот он, что и происходит. Да. Заработал оценку. 9-13. Ну что ж, еще целая минута вот этой вот зрелищной схватки. Борются. Могут предупреждение дать. Да. Предупреждение борцу красного трико. Ну, первое они. Десять 13.
Последние 30 секунд. Балл монголу. 14-10. В принципе, в этом захвате можно было ничего не давать, потому что они оба выпали. Но судья посчитал и оценил. И последние секунды. 14-10. Но потрясающую нам схватку подарили. Поздравляем монгольского Спортсмены. спортсмена, да. Достойной победы. Да, 14-10. И прекрасно слышите, вот как тепло приветствуют, да, любители спорта Эрдэнэбата. Васил, а еще смотри, какая традиция у американских спортсменов. Они всегда выиграл либо проиграл, пожмет руку секунданту, руководителю ковра, боковому судье, и только потом уходит. Он благодарит, знак уважения к судьям. Да, очень похвальная, да, такая традиция, да? Конечно, набраться смелости, проиграв, когда ни настроения, ничего нет, идти еще и пожелать судьям, сказать спасибо за то, что они правильно провели судейскую оценку. У нас всегда спортсмены считают, что судья виноват, а это знак уважения к судье, когда приветствуют. Финальная пора. Да, итак, финал весовой категории до 61 килограмма. Ибрагим Абдурахманов, Дагестан, и Константин Капрынов, Якутия. Черопчинский государственный институт физической культуры и спорта. Напоследок, да, вот. Да. И интересная схватка тоже будет. Закрывает эта встреча дневную программу заключительного дня соревнований 7-го по счету международного турнира. Так, ну тут... Да, сразу же начинается со скандала. Сразу грубая, жесткая борьба. Арбитр вроде разобрался в этой ситуации. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. У нас ждет очень конкретная и жесткая борьба. Заряжены оба спортсмена. Оба заряжены, да, без предела, да. И вот руководителю. Главный судья подозвал. Да. Пришлось, да, вмешаться в эту ситуацию. Да. Если не вмешаться, то может, у нас часто бывает на чемпионатах России даже драки. Поэтому не вмешайся, главный судья. Могло до кризисной ситуации дойти. Кстати, схватку обслуживают. Да, минута позади, и пока у нас чувствуется вот напряжение в воздухе, но нет. Итак, борьба за Результативных первое действий. место. Бал. Да, вышел за Красном трико Ибрагим Абдурахманов. Россия, Дагестан. Сейчас есть шанс. Есть шанс, я это давала. А посмотрим, как распорядиться Есть в этой бал. ситуации. Да, Абдурахманов Махмед Магомедов. 3-0. Ибрагим Абдурахманов. Серебряный призер межконтинентального кубка 2018 года. Его соперник в синем трико Константин Капрынов.
Константин Капрынов до этой встречи провел 3 схватки. Был он на стадии 1/8 сильнее Стилианы Илиева из Болгарии. В 1/4 он выиграл у Тукжаргала и Эрдена Бата. Ну и вот сейчас в борьбе за золото по итогам 2 минут, да, первого периода пока что уступает. И 40 секунд, меньше 40 секунд остается бороться в первом периоде. Константину нужно отыгрывать отставание в счете. Молодец. Да. Ситуация, когда не будет свистка, было бы 2 балла борцу в синем трико. Тут 2 балла, да, Капрынову. И как же бурно реагировала у нас публика. И все, завершается первый период. 2-3. Под самый конец первого отрезка Капрынов смог сократить отставание. И с большим интересом будем ждать второго периода. Так, у нас там Абдурахманов недоволен. Недоволен, да. Ну, вот видим, да, как же у нас началась эта схватка. Спортсмены немножко на пару секунд потеряли самообладание и Контроль над собой, да-да-да. вступили в короткую такую стычку. Пришлось вмешаться даже главному судье. Ну, вот перед началом второго периода пожимают руки спортсмены. И нас с вами ждет 3 минуты второго периода, по итогам которого будет выявлен обладатель золотой медали весовой категории до 61 килограмма. Решающие 3 минуты. Да, Ибрагим Абдурахманов, Константин Капрынов. Молодец. Константин. Дал синий. Вышел первый красный. Да. Балл свой получает Капрынов и по 3. Ну и так оживились, да, трибуны. Оживились и Гонят дружно вперед. поддерживают. И он не отступает, он идет дальше, борется. Молодец. Да, молодец, Константин, нужно продолжать. Да, по качеству повел Константин Капрынов, и отлично у нас нужно... По последнему действию. Да, нужно продолжать работать в том же духе, и нас еще ждет чуть меньше 2 минут. Ой, Здорово! да, он в захвате. Проиграл. Да, 5-3. Вышел вперед Абдурахманов. Только темп нужен. Ну, времени все меньше и меньше.
Фал. Еще нужно немного отдать. 4-5. И нас с вами ждет очень интересная концовка. Молодец. Еще балл получает Копрынов. Второе предупреждение. Третье могут снять. 5-5. Напряженнейшая схватка. Вот это настоящий финал. Да, ведет Копрынов и 2 предупреждения у Абдурахманова. Какая концовка, дорогие друзья. 15 секунд, и сейчас уже Абдурахманов, конечно же, Да, постарается пойти вперед. Внимательно, внимательно. Поднимает арбитр спортсменов, и у нас на табло там 5 секунд 5 остается. секунд, да. И последние секунды. Нет, он не выиграет, он проигрывает, поэтому. — 7-5 уступил Константин Копрынов. Победитель весовой категории до Очень 60 интересная схватка получилась, во Интересно. всяком случае. И 7-5. Ибрагим Абдурахманов, Россия. Дело в том, что когда 5-5 было, он по баллу выигрывал. А у того было 2 двухбальных действия, поэтому по качеству он выигрывал. Ему надо было рисковать. Что он пытался сделать. Да, и обладателем золотой медали весовой категории до 61 килограмма становится Ибрагим Абдурахманов. Вот он на ваших телеэкранах восстанавливается, да, после такого насыщенного поединка, такой насыщенной схватки. Очень много сил оставили спортсмены на ковре и подарили нам и собравшимся болельщикам, вам, дорогие телезрители, эту, Красивую схватку. да, Красивую, увлекательную, захватывающую до самых последних секунд. такое немножко нервное начало и очень интересное, конечно, содержательное противостояние получилось. Дорогие друзья, это была последняя схватка заключительного третьего дня, седьмого по счету международного турнира среди юниоров в памяти легендарного Романа Дмитриева. И сейчас мы будем чествовать спортсменов. Останемся свидетелями вот самой приятной части, да, любых соревнований, вручения медалей, заслуженных медалей. Интересный момент, когда все показывают. Что ж, ждем приглашения спортсменов на сцену. Да, начинается церемония. Начинаем мы церемонии награждения победителя и призеров весовой категории до 70 килограммов. Председатель постоянного комитета Тут у нас Государственного собрания представлено 2 спортсмена, представляющих Якутскую школу борьбы. председатель Олимпийского совета Республики Саха-Якутия Михаил Дмитриевич Гуляев. Chair of the Standing Committee of the State Assembly on Youth, Physical Culture and Sport, Mr. Mikhail Gulayev.
Очень интересный турнир у нас получился, и уже через неделю нас с вами ждет великолепное масштабное событие Кубок мира, который пройдет также внутри Центра спортивной подготовки «Триумф». Бронзовой медалью награждается Никита Итак, у нас в Сафронов. сборной Якутии получается 10 медалей. The bronze 1 золото, 2 серебра и Nikita 7 Safronov, бронзы. Russia. Да, все верно. И на ваших телеэкранах Никита Сафронов. Сборная команды Якутии, Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. В малом финале он со счетом 6-1 выиграл у Айбхана Сайдалханова. И рядом с Никитой на третью ступень пьедестала почета взбирается Ямбадорж Энгбаяр. Представитель Монголии, он в своем бронзовом финале выиграл у Ашрафа Аширова. И Петр Кириллин, также представитель сборной команды Якутии и Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Проиграл он в финале. К сожалению, любители спорта, болельщиков, нас. Ну а вот Рамазан Якубов, представляющий Красноярский край, получает свою золотую медаль. На ваших телеэкранах лучшие борцы этой весовой категории, в частности Рамзан Якубов, обладатель золотой медали из Красноярского края, серебряная награда у Петра Кириллина из команды Якутии и бронзовые награды у Ямбадоржа Энгбаяра из Монголии и Никиты Сафронова, представляющего сборную команду Якутии. Еще раз напоминаем, что призовой фонд турнира у нас составляет сумму 2 миллиона 400 рублей. Победитель получил 70 тысяч, серебряный призер 50 и обладатель бронзовой награды 40 тысяч рублей. Кстати, награждение производил бывший министр спорта Михаил Гершбуляев. Ну и режиссер телетрансляции предлагает нам вспомнить яркие моменты состязания, да, вот в этой весовой категории, финальной схватки. Бросок, который рискованный бросок, но не удался сделать до конца. Но вообще, как мы и говорили, все финальные схватки за третье место и за первое место в весовой категории 70 и 61 килограмм прошли очень захватывающе, красиво, созидательно. До 61 килограмма. Ну и сейчас у нас начинается награждение спортсменов, которые состязались в весовой категории до 61 килограмма. Тренер сборной команды Соединенных Штатов Америки Кевин Джексон. Olympic champion, the senior coach of USA team, Mr. Kevin Jackson. Родной брат Романа Михайловича Дмитриева Семен Михайлович Дмитриев. Roman Dmitriev's brother, Mr. Semyon Dmitriev. За третье место Награждение бронзовой проводят медалью награждается олимпийский Кенджи чемпион и двукратный чемпион мира, Россия. трехкратный обладатель Кубка мира, старший тренер сборной команды Америки Кевин Джексон. Вот как раз он вручает медаль. А также родной брат Романа Дмитриева Семен Михайлович Дмитриев. Ну и бронзовые медали в этом весовой категории у нас взяли The bronze medal Эрденабад из Монголии, а также Кежик Монгош. Монгош в малом финале со счетом 8-4 выиграл у брата Чаяна Монгуша, но в свою очередь Эрденабад был сильнее Габриэля Роберта Тага из США. Второе место. Константин Капрынов получает серебряную медаль от рук Кевина Джексона. Поздравляем мы Константина с этим серебряным успехом. Ну и, собственно, победитель, триумфатор этой весовой категории Ибрагим Абдурахманов, представляющий Дагестан. Russia.
Перед вами сильнейшие борцы этой весовой категории. Бронзовые призеры Кежик Монгуш, Куцаргал Эрденабад, обладатель серебряной награды Константин Капрынов и победитель состязаний в этой весовой категории Ибрагим Абдурахманов. На этом торжественная церемония награждения победителя и призеров весовой Ну категории и давайте вспомним до 61 финал. килограмма завершается. The awarding ceremony Очень in the интересная weight схватка category получилась, 61 по итогам kilos is которой finished. со счетом 7-5 победителем вышел Ибрагим Абдурахманов. Специальных призов. 11 схваток Приз зрительских остались симпатий позади, и получает завершился у нас борец из Кемерово Дмитрий турнир. Куприн. Вручает Как мы и говорили, Антонина время Сафоновна, 16:00 практически, и вручается турнир завершился. картина Да. Антонины Шариновой. Праздник завершился. Как жаль, что он завершился так рано. Борьбу, казалось бы, смотреть можно каждый день и долго. Но сегодня оставались только финалы, поэтому мы наслаждались борьбой всего 2 часа. Но зато какие красивые, захватывающие были схватки. Полностью согласен. Картина отправляется в Кемерово. Борец, к сожалению, уже покинул нашу республику, уехал в Кемерово. Тут объявляется то, что представитель команды Кемеровской области Дмитрий Куприн получает специальный приз, приз зрительских симпатий. Замечательную картину отправят в Кемеровскую область. Объявили то, что, к сожалению, Дмитрий уже вылетел из Якутска, но награда найдет. Своего героя. Да, И это будет память на всю жизнь. Этот турнир у него, эта история будет своим детям когда-то будет показывать и родителям, конечно. и сестрам, братьям. Поэтому поздравляем его с этой наградой и желаем дальнейших спортивных успехов всем призерам и победителям. Конечно, всем не удастся выиграть, но кто-то из них все равно пробьется на чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры. Да, конечно, это так, но на этом время нашей трансляции подходит к концу. Дорогие друзья, получился очень интересный турнир. Еще раз перед тем, как попрощаться, напомню, что уже на следующих выходных у нас в Центре спортивной подготовки стартует Кубок мира, но с вами смотрели заключительный день турнира памяти легендарного Романа Дмитриева, Власий Сергеев и заслуженный тренер России, судья всероссийской международной категории Анатолий Ковалев. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. До скорых встреч в эфире.